Бизнесу станет проще. С Нового года в Казахстане смягчают меры по налоговой задолженности для предпринимателей. Отныне мелкие долги не приведут к санкциям, а получить отсрочку и рассрочку можно будет на более удобных условиях. Об этих положительных изменениях в налоговом кодексе, который вступит в действие с января следующего года, рассказали на специальном брифинге для представителей СМИ области ЖТСУ. По словам спикеров, обновление налогового кодекса позволит снизить нагрузку на бизнес и сделать работу с задолженностью более гибкой. Теперь меры принудительного взыскания зависят от суммы долга. В частности, введена пороговая сумма задолженности. Если предприниматель должен до 20 МРП, то ему придет только уведомление без каких-либо санкций. На долг от 20 до 45 МРП будут даны 10 дней на оплату, затем возможна блокировка операций. В случае, если задолженность составит свыше 45 МРП, можно ожидать полный комплекс взыскания, вплоть до выставления инкассовых поручений на счета, ареста и продажи имущества, а также взыскания через дебиторскую задолженность. А если срок непогашенных налоговых долгов составляет более 3 месяцев и превышает 27 тысяч МРП, а это порядка 106 миллионов тенге, налогоплательщику будет закрыт выезд за границу. Однако для предпринимателей, столкнувшихся с финансовыми трудностями, предусмотрены дополнительные послабления. В частности, отныне при определенных условиях можно будет рассрочку без предоставления залога. Налогоплательщику предоставляется возможность получения отсрочки или рассрочки по налоговым обязательствам при налоговой задолженности свыше 1500 МРП без предоставления залогового имущества или банковской гарантии. При условии, если имеется наличие стажа деятельности, наличие активов, наличие работников. Основания для предоставления отсрочки, рассрочки остаются прежними. Это форс-мажорные обстоятельства, сезонность, предоставление дополнительных деклараций. Отсрочка до 6 месяцев с единовременной уплатой, рассрочка до 3 лет с поэтапной оплатой равными долями.